Добрый вечер, Республика! В эфире детские новости. Новости для тех, кто отлично отдохнул на каникулах и с новыми силами взялся за учебу. В студии для вас работаем мы, Хадижа Акаева и Абдулмалик Мадаев. Дорогие друзья, в этом выпуске программы мы расскажем вам о замечательном празднике, который во всем мире отметили 17 января. Чем в День детских изобретений занимался наш герой Даниил Дудаев, узнаете из сюжета Абдулмалика. На зимних каникулах наша Хадижа не только отдохнула, но и приготовила очень интересный сюжет. Как актеры театра юного зрителя сыграли известных мультгероев, вы узнаете из ее репортажа. Ну а свою точку в мультяшной теме поставят наши маленькие эксперты. Что ищет ежик в тумане и на какого зверька больше всего похож Чебурашка, расскажем в самом конце нашего выпуска. Но обо всем по порядку. Итак, мы начинаем. Вкусно? А вы в курсе, что фруктовый лед – это изобретение ребенка? Да-да, и не только это замечательное мороженое, но и меховые наушники, и игрушечные грузовики с откидным кузовом. Все это детские изобретения. 17 января в мире отмечают Всемирный день детей-изобретателей. Маленький Даниил Дудаев до встречи с нами не знал, что такой праздник существует. Хотя к нему он имеет самое прямое отношение. Дани всего 7 лет, он учится в 1 классе. Учится, конечно, на одни пятерки, при этом еще носит гордое звание старосты класса. В свободное время он занимается робототехникой, собирает различные устройства. Дани, расскажи нашим маленьким телезрителям о своем изобретении. Мое изобретение измеряет рост. А давай измерим мой рост. Хорошо, вставай. Твой рост 151. А как это изобретение работает? Здесь работает ультразвуковой датчик, который измеряет рост. Чтобы проверить точность прибора, мы с Дани измерили высоту стола и стульев, и даже штатива, на который крепится камера нашего оператора. Надо сказать, устройство сработало на отлично. Наш герой занимается в кружке робототехники всего полгода и уже показывает замечательные результаты. Я хожу в кружок робототехники, чтобы знать, как строятся роботы. Мне это очень интересно, и мне нравится, как они ходят. Когда я вырасту, я хочу стать инженером, чтобы делать все, что пригодится для людей. Дани не боится ставить перед собой самые высокие задачи. Остается лишь пожелать нашему герою успеха. Наш юный изобретатель обязательно порадует нас снова. Все-таки молодец, Дани. Да, было бы здорово, если бы был еще такой прибор, чтобы вес легко измерять. Его уже изобрели. Называется весы. Очень смешно. Я имела в виду, чтобы такой же маленький и удобный был, чтобы в сумку легко помещался. Ладно, я попрошу изобрести его специально для тебя. Спасибо. Я тогда объявлю вместо тебя тему нашего следующего сюжета. Не надо. Я сам. Дорогие друзья, на зимних каникулах наша Хадижа подготовила интересный сюжет. Хотите узнать, как актеры театра юного зрителя сыграли известных мультгероев? Тогда смотрите ее сюжет. В переполненном актовом зале Дома радио собрались десятки детей и их родителей с разных районов республики. Новогодние каникулы – самое лучшее время для того, чтобы окунуться в праздничную сказку. Ее подготовили замечательные артисты театра юного зрителя. А начиналось все так. Жили-были мальчик и девочка. Вот они. Ах да! Тогда я сломаю твою куклу! Вот! Дурак! Зачем ты это сделал? Тогда твоя машинка теперь без колес. Не трогай! Это мои игрушки! А ты первый начал! Это мои куклы! Ну, держись! Я тебе сейчас как дам! Сейчас все косички оборву! Ой, мама, мамочка! Опять наши
дети что-то не поделили, дерутся. Я не уверена, что Дед Мороз заглянет к вам. И я не уверен, что завтра вы получите от Деда Мороза подарки. Но мы немедленно спать. Завтра все будет ясно. Вот только это самое завтра юным героям сказки точно не понравится. Дед Мороз решил немного проучить непослушных ребятишек и превратил их в Микки и Мини, знаменитых мышей-мультяшек. И теперь, чтобы снова стать детьми и маленьким героем, придется выполнить задание. Ровно за 1 час они должны помочь нарисованным персонажам вернуться в свои мультфильмы. А помогать ребятам будут зрители, все, кто хорошо знает мультфильмы. Дорогие друзья, проверьте себя, а вы узнаете этих мультгероев? А я говорю, что ты конь. Нет, я не конь. А я говорю, что ты конь. Нет, я не конь. Да. Нет. Да, да, да. Нет, 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 нет. Ну хорошо, тогда кто ты? Как кто? Как кто? Я друг. У меня даже имя есть. Ну, ребята, ну, как меня зовут? Юля! Вот видишь, даже они в курсе. Коня Юлия и богатыря Алешу Поповича все узнали без проблем. Да и следующие персонажи не вызвали никаких затруднений. Вряд ли найдется ребенок, который не знает этих симпатичных зеленых мультгероев. Фиона! Спасибо вам. Спасибо, ребята. Они очень красивые. Пожалуй, единственный герой, который заставил призадуматься и главных героев сказки и зрителей в зале, это огромный снежный барс. Как выяснилось, он отлично танцует. Ребята, а ну присмотритесь, узнаете, кто это? Злодей Tai Lung из мультфильма «Кунг-фу панда». Только в этой сказке никакой он вовсе не злодей, а очень даже милый и дружелюбный. Что уж точно не скажешь о хулиганах-черепашках-ниндзя. Оружие – ничто, когда на плечах есть голова. Отважное сердце – вот что нужно настоящему герою. Проверь. Наши герои успокоили разыгравшихся не на шутку черепашек и отправили их обратно в свой мультфильм. Как и других героев – хулиганку Машеньку, ее медведя, Змея Горыныча и Винни-Пуха. Вот так с помощью зрителей в зале наши герои справились с заданием Деда Мороза и снова смогли стать обычными детьми. Молодцы, ребята! Успели! Сестренка! Мы справились! Ну вот, друзья мои, мы дошли с вами до полного счастья. Все счастливы. Обожаю эти удивительные свойства души. Верность, благородство. Обожаю эти волшебные чувства, которым никогда не придет конец. Замечательное представление закончилось зажигательным танцем. Все персонажи вышли на сцену, чтобы поприветствовать своих маленьких и бесспорно самых лучших зрителей. Я приехала в станицу Наурском. Мне очень понравился этот спектакль. Больше всего понравилась Маша. Она была такая там веселая. Миша, очень хорошо выступили. И спектакль был интересный. Красочное выступление особенно понравилось самым маленьким. Возможно, кто-то из этих малышей тоже станет артистом и будет дарить радость сотням ребятишек. Хадиш, вот как ты думаешь, почему у Змея Горыныча 3 головы? Ну, наверное, чтобы его все боялись. Например, если бы у тебя было 3 головы, я бы тоже тебя испугалась. Я не мутант, мне и с 1 головой хорошо. Ладно, тогда объясни мне другую вещь. Если Гена это крокодил, то кто тогда Чебурашка? Ты имеешь в виду, что это за животное? Дай-ка подумать. Слушай, а кто же это на самом деле? Давай спросим у тех, кто точно знает обо всем
и обо всех. Дорогие друзья, передаем слово ребятам. Почему дети так любят мультики? Они очень смешные, потому что им весело. Потому что, я так думаю, они любят мультики, потому что они интересные. Потому что они интересные. Их же специально для детей придуманы. Потому что они веселые. Как 4 черепашки стали ниндзя? Они научили драться. Потому что они ссорились. Они мутанты. На них одели какие-то маски, и они превратились. Они тренировались и стали черепашки-ниндзя. На них лился какой-то зверь. Почему Шреку нравилось жить на болоте? Это его дом. Потому что там грязно, и ему там очень нравится. Потому что там грязно. Потому что на болоте нет ослов, которые болтают. Потому что он злой. Потому что там грязно, и ему не нравится чистое место. Что нужно сделать, чтобы Маша перестала баловаться? Успокоить ее. Поставить ее в угол. Ее побить надо. Поставить ее в угол. Отдать ее в детский дом. Нужно дать ей что-нибудь поиграть. Зачем Змею Горынычу нужны 3 головы? Так им удобнее. Если одна болит, чтобы другие были здоровы. Чтобы испугать детей. По очереди. Они запасные. Чтобы видеть по сторонам. Кто в мультиках самый злой и страшный? Гаргамель. Ведь есть. Динозавр. Вампиры. Динозавр. Дракон. Почему Микки Маус носит перчатки? Чтобы он свои руки не запачкал. Чтобы детям нравилось, и они могли смеяться. Так модно. Ему так нравится. Чтобы отпечатки не остались. Чтобы детям он понравился. Что ищет ежик в тумане? Грибы, все такое. Другого ежика. Свой дом. Яблоки. Себе нору. Дорогу домой. Гена – это крокодил, а кто тогда Чебурашка? Его друг. Чебурашка – это его друг, который похож немножко на игрушку. Он медвежонок. Он похож на какого-то зверя, но он его лучший друг. А разве есть такой зверь? А вот обезьянка. Чебурашка думает, что он тоже крокодил. Надо же, Чебурашка думает, что он немножко крокодил. Ну они же друзья, значит должно быть что-то общее. Это, по-твоему, если мы друзья, то я немножко Абдул-Малик получается? Или тоже крокодил? У нас программа заканчивается, если ты не заметила. Надо с ребятами прощаться. Ну и хорошо. Вот и все на сегодня, дорогие друзья. Время нашего эфира подошло к концу. Обязательно увидимся на следующей неделе. Всего доброго! Какой крокодил? Ребят, вы меня убиваете в следующий раз по сценарию. Это она начала. Да ладно!